Участники сегодня особенно нервничают и не случайно. Второй соревновательный день военно-патриотических игр станет для команд решающим. Именно накопленные здесь баллы определят лучших кадетов игр. Первое испытание – подтягивание. Результат засчитывается только в том случае, если участник не нарушает правила. А это держать ноги на уровне стенки и поднимать голову полностью до последней перекладины. До конца спускаемся 6, 7, 8. В соревнованиях принимают участие 4 команды из Ингушетии, Рязани, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Получить хороший результат по итогам подтягивания участнику из Калмыкии помешало волнение. Юноша признается, что немного обидно. Очень волновался, так как это моя, считаю, первая поездка за пределы корпуса. Сильно волновался. Хотелось бы, конечно, сделать раз 15. Как минимум. Но из-за того, что волновался, получилось 12. Очень расстроился. А вот команде из Ингушетии, нашим кадетам, повезло больше. Ребята справились. Норматив подтягивания в играх подобрали согласно ГТО под возраст участников. Им 14-15 лет. Первому тренеру по подтягиванию 18 подтягиваний лидирующий. И по прыжкам это балансит. В общем, мы пока первым доктором дали для математики. Следующее задание – одно из самых сложных – прыжок в длину с места. Участникам необходимо рассчитать скорость, прыгнуть до отметки, при этом не выходя за линию. Все команды прыгнули. Главный судья выносит индивидуальный результат участников военно-патриотических игр. Кабардино-Балкария. Лучшие 2,80. Военно-патриотические игры в Горском кадетском корпусе проходят традиционно. Эта площадка – лучшая возможность проверить военно-спортивную подготовку кадетов. Соревнования начались уже с вчерашнего дня. Уже мы сделали 3 конкурса. Пока лидирует команда Горского кадетского корпуса. Прошли конкурсы визитка, плавание, строевая подготовка. Ребята готовы очень хорошо, наша местная команда. Ну и приезжие команды тоже от нас не отстают. Тоже сильные команды приехали, показывают хорошие результаты. Здоровая, хорошая конкуренция у нас. Мы рады, что у нас такие ребята посетили нас, и у нас есть подспорье для наших местных ребят. Готовились с апреля, готовились серьезно, потому что мы знаем, что приехав сюда, мы здесь 3-й раз, здесь ничего легкого не бывает. Команды серьезные, результаты. Вчера мы чуть-чуть отстали, но сегодня будем наверстывать. Обязательно мы по-любому должны побороться за 1-е и 2-е места. В течение 3 соревновательных дней участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в плавании, военно-спортивной эстафете, огневой рубеж и спортивном многоборье, а также на полосе препятствий. Основной этап позади. По итогам первого соревновательного дня лидирует команда из Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева. Итоги второго дня подведут чуть позже, после небольшого конкурса. Ну а главный приз, конечно, Кубок главы Республики Ингушетия. Лина Цычоева, Султан Магушков, Магаз 24.